Вот уже который день погода в горах благоволит участникам чемпионата. Прямо сейчас на скалах горы Цейлом находится порядка 10 спортсменов. Несмотря на всю сложность некоторых маршрутов, сдаваться никто не намерен. Лучшие альпинисты России тренировались месяцами, чтобы в очередной раз выяснить, кто же из них самый лучший в техническом классе. С раннего утра, не теряя времени, большинство команд отправились своим маршрутом. Пока одни покоряют вершины горного массива Кязи, другие только готовятся выйти в экстремальный путь. Как, например, спортсмены из Санкт-Петербурга. Сейчас они заняты сборкой специальной платформы, которая позволит ночевать на склонах горы, даже под углом 90 градусов. Ребята собираются идти провести несколько дней на маршруте. Соответственно, надо где-то ночевать. Полок там нету, палатку не поставить. И вот они возьмут с собой платформу, которую просто подвесят на вертикальной стене и будут в ней втроем ночевать. Прямоугольник, который будет горизонтально расположен на стене, и сразу встроена палатка в него. И они там, в принципе, можно сказать, в комфорте заночуют. Довольно часто альпинисты сбиваются с пути и мешают другим участникам. Порой это представляет большую опасность, учитывая особенности некоторых маршрутов. Избежать непредвиденных ситуаций помогают координаторы у подножия горы в лице тренеров команд. Эта гора, в общем-то, довольно уникальная. Она чем хороша, что очень удобно расположена, близко от дороги, короткие подходы к ней. Тут вот хорошая инфраструктура, тут лагерь стоит внизу. А сама стена довольно сложная. То есть эти маршруты, они, в общем-то, даже более сложные, чем вот на Центральном Кавказе. Вот я там ходил, многие маршруты, и наши парни ходили. Эти вот маршруты, они даже сложнее. Они чисто скальные, правда. Нет льда, как вот на Эльбрусе, на Центральном Кавказе. Вот. Но зимой они очень сложные, тем более, что их засыпало снегом. Высота Кязи составляет почти 3200 метров. Каждой из 12 команд необходимо освоить 20 маршрутов на разных уровнях сложности. В течение 2 последних дней гора была окутана сильным туманом, и этот факт немного повлиял на результаты команд. К этому времени уже выявились первые фавориты гонки, но все может измениться в любой момент. Традиционно у нас лидеры, конечно, никто даже и не сомневался, что, в общем-то, Санкт-Петербург и Красноярский край будут бороться за первое место. Вот. Хотя еще непонятно, есть много темных лошадок из Карелии, из Бурятии той же. Неограниченное количество восхождений за 12 дней. И только 2 лучших результата мы берем. Поэтому за это время еще заставшееся может сделать эти 2 восхождения в хорошем стиле, в хорошую погоду, и вы стать чемпионом. Впереди у альпинистов еще целая неделя, чтобы проявить себя на крутых склонах горы Гайкомт. Победителей и призеров ждут награды в виде медалей и грамот. Но в то же время известная фраза «главное не победа, а главное участие» в этом виде спорта уместна как никогда. Микаил Тангиев, Асхаб Белакиев. Новости 24.